Сегодня второй день международного этнофестиваля, проводимого в рамках третьих всемирных игр кочевников. Каждый зритель находится под впечатлением от разнообразия культур, представляемых на сцене амфитеатра. Культурная часть всемирных игр кочевников в самом разгаре. Второй день фестиваля еще больше поражает своими красками. Все номера настолько яркие и запоминающиеся, что зрители не устают аплодировать участникам фестиваля. В начале концертной программы был поставлен театрализованный пролог под названием «Узоры земли». Потом приветственное слово было предоставлено заместителю министра культуры, информации и туризма Айнуре Тимирбековой. Заместитель министра подчеркнула, что третьи всемирные игры кочевников достигли своей цели. Посмотреть концертную программу фестиваля приходит много людей. Почти все места в амфитеатре бывают заняты. Каждый зритель, пришедший посмотреть, не остается равнодушным. Как отметил народный артист Кыргызской республики Курмангазы Азыкбаев, мы должны гордиться тем, что в нашей стране проводятся такие масштабные международные мероприятия. Я благодарен Богу, что именно такие игры мы 3 раза проводим. Вот поэтому впечатление вообще на высшем уровне. А вот видите, сколько людей пришли, сколько гостей пришли. Сейчас нас узнает весь мир, что именно есть такая кыргызская нация, которая вот так и показывает свои культуры, обряды, традиции, игры разные. Сколько прикладное искусство покажет, сколько национальных инструментов. Вот эта дружба народов, вот здесь и мы как раз и показываем. Бабушки с Удмуртии поражают своим жизнелюбием. Они ведут очень активный образ жизни, ездят по фестивалям, участвуют во всевозможных концертах. В Кыргызстан ансамбль «Выльзардон» приехал впервые. Как говорят бабушки, им очень понравился Кыргызстан. Их ансамбль рад быть частью этого большого международного фестиваля. Зритель очень сильно аплодировал и вчера, и сегодня. По аплодисментам понимаем, что понравились мы зрителю. А нам Киргизия очень понравилась. И дальше еще будет лучше, думаем. Потому что там еще осталось 3 дня. Там, надеемся, еще будем выступать. Может, и конкурсы будут, первые места займем. Далеко от родины, в Кыргызстане, Светлана Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов России, встретилась со своими землячками из Удмуртии. По ее словам, не описать то чувство, которое она испытала, услышав родную речь на сцене амфитеатра. Благодарность руководству Кыргызстана, Кыргызской республики за эту инициативу проведения всемирных игр кочевников. Хочу сказать от имени Ассамблеи народов России. И, конечно, для меня было очень приятно, сегодня приятная неожиданность увидеть своих земляков, землячек из Удмуртии, потому что я сама тоже родом из Удмуртии, и увидеть на сцене, и услышать родную удмуртскую речь, и вместе с ними петь в зале. Поэтому я очень рада, что я встретила вот таких наших прекрасных бабушек. На фестиваль приезжают не только с соседних стран, но и даже с других частей света. Этот фестиваль можно считать примером самого настоящего международного фестиваля. Сегодня на сцене амфитеатра выступили гости из Эквадора и Доминиканской республики со своими зажигательными латиноамериканскими танцами. Того с игрой на барабанах и Ботсвана с самобытными танцами. Нам всем в диковинку видеть энергичные и яркие танцы народов Африки, и тем более на берегу Иссык-Куля. А номер участников из Того с огнем в прямом смысле зажег сегодняшний фестиваль. Ника из Ботсваны поделился своими впечатлениями о Кыргызстане и об этом фестивале. I would like to take this opportunity
Я хочу сказать, что фестиваль третьих всемирных игр кочевников – хорошая возможность узнать другие культуры. Все, что мы показываем на сцене, мы делаем для того, чтобы познакомить зрителя с нашей культурой. Мы чувствуем себя в Кыргызстане как дома. Я думаю, что мы вернемся на свою родину только с хорошими впечатлениями о Кыргызстане и об этом фестивале. Участники международного этнофестиваля из Индонезии также не остались равнодушными. Они даже выучили пару слов на кыргызском языке. Мы впервые участвуем в подобного рода фестивале, и мы очень впечатлены, поражены и счастливы иметь возможность участвовать в этом фестивале. Спасибо большое Кыргызской Республике за гостеприимный прием. Я не могу описать свои эмоции и впечатления. Было все прекрасно. Кыргызстан, рахмат. Международный этнофестиваль искусств – это площадка, где дружба и уважение между народами может стать примером для всех. По словам Андрея Бондаренко, такие мероприятия помогают сблизить народы. У меня впечатления от данного мероприятия такие, что данное мероприятие помогает сблизить народы. Это в наше время очень важно, потому что мы пережили уже много войн. И хотелось бы, чтобы все жили дружно, как последние уже несколько лет. Также очень понравилось то, что каждая национальность представляет свой танец, свою культуру, и каждому это друг другу нравится. Очень весело, поддержка очень хорошая. Лезгинка тоже кавказский танец, и он харизматичный, и очень дерзкий, грубый танец, мужской танец, и мужик изображает орла, а девушка изображает лебедь. От имени Ассамблеи народов Кыргызстана Зухра Шидакова поздравила всех кыргызстанцев с таким важным событием, как Третьи всемирные игры кочевников. Ассамблея народа Кыргызстана вместе со всем народом Кыргызстана празднует этот замечательный праздник Третьи всемирные игры кочевников, которые проходят у нас на берегу прекрасного озера Жемчужного Иссык-Куль. И мы не остались в стороне, мы тоже вместе, и мы кыргызстанцы. Сегодня, завтра, послезавтра мы также будем выступать и радовать наш кыргызский народ и все народы мира, которые собрались к нам. На такой ноте закончился второй день международного этнофестиваля в амфитеатре Дордой. С вами была Людмила Абдина. До встречи!